На прошлой неделе Сербия простилась с остинским добровольцем Альбертом Андиевым. 22 года назад, когда сотни натовских бомб обрушились на спящую союзную Югославию, он отправился на свою войну с несправедливостью. История остинского добровольца на Балканах в следующем материале. Военные преступления не имеют срока давности. 22 года назад, 24 марта 1999 года, наплевав на Совет Безопасности ООН и поправ международное право, войска НАТО начали массированные бомбардировки спящей Югославии и столицы Сербии Белграда. Авиаудары продолжались долгих 78 дней и уничтожили не только военную, но и гражданскую инфраструктуру страны. Этот акт агрессии против суверенной страны стал началом конца существования Союзной Республики Югославия. Также был нанесен колоссальный экологический ущерб территории современной Сербии. Автор одного из самых пронзительных фильмов о натовской агрессии против союзной Югославии Евгений Баранов, тогда военкор Первого канала, с первых дней войны освещал ситуацию в Сербии. Так, мы познакомились с Альбертом 28 марта 1999 года при переходе сербско-венгерской границы, но при переходе потерялись и нашлись уже в Белграде, разбомбленном уже Белграде, спустя месяц, больше месяца. Это было начало мая, по-моему, когда после ранения, серьезнейшего ранения, которое, в общем, могло оказаться роковым, но благодаря могучему телосложению и силе духа Альберта, так сказать, все обошлось хорошо, мы приезжали навещать его в госпиталь, и после этого буквально через 2 дня встретились на квартире нашего общего приятеля, где он готовится к отправке на фронт. Есть даже кадры в нашем фильме, где он надевает военную форму и готовится к отъезду. Есть фразы, сказанные им, что если я вернусь живым, мы обязательно увидимся. Я скоро уеду на Косово, если я стану жив. Может, когда-то еще встретимся. Альберт Андиев тогда, 29-летний осетин из Владикавказа, впервые оказался в Косово в начале апреля в качестве снайпера, бойца сербской военной полиции. Альберт приезжал ко мне в Москву, невероятно трогательно относился к моему сыну. Видите? Вот он такой был, вот такой. В небольшой квартире во Владикавказе в окружении фотографий пожилая мать оплакивает своего сына. Ой, я не могу. Эти слова у меня вот насквозь. И потому он же и говорил: мама, я чужой среди своих и свой среди чужих. Я вот эти слова вот так вдуматься. Он же был прав опять. Я не могу. Ребята, это очень трудно. Он был действительно на самой опасной передовой линии. Он был так называемый паштрик высот на границе с Албанией. Он, несмотря на все свои ранения, тяжелые ранения, вернулся на фронт. Траурная церемония у центрального кладбища Белграда. Под звуки российского гимна скорбная колонна и сотен людей готовятся проводить солдата в последний путь. Сербия прощается с Альбертом Андиевым, осетинским добровольцем, ставшим героем той уже далекой войны. Со слезами на глазах медленно идут спецназовцы, ветераны боевых действий на Балканах. Они несут флаги Сербии и Осетии. Под звуки оркестра в сопровождении почетного караула Альберт отправился в вечность. Солдат с почестями похоронен на центральном кладбище Белграда. Он принял Сербию как свою вторую родину. У него здесь родился сын, он назвал его Лазарем. Лазарь – это сербский князь, который легендарный, святой для Сербии человек, который возглавлял сербское войско в битве на Косовом поле. Поэтому вся эта история из 22 лет Альберта в Сербии, она до некоторой степени, конечно, делала его известной здесь личностью. Памяти Альберта Андиева центральное телевидение Сербии посвятило большой материал. Альберт Ахсарбекович Андиев, горостасni Рус, Осетин, брат, юнак Косова и Метохije, витез sa Паштрика. Многие боролись до самого последнего дня, среди них был и Альберт. Альберт не был простым человеком, он был человеком с достаточно тяжелым характером, воин настоящий, он был бескомпромиссным совершенно человеком. По отношению к друзьям он был братом, по отношению к врагам он был, я не знаю, как это сказать, самим дьяволом. Поэтому, что еще? Что могу еще добавить? Вот некоторый рассказ о 22 годах дружбы с удивительным человеком по имени Альберт Андиев. Федор Сухарников, Яна Джанджибухова, Диана Кабалотти, Казбек Хубаев, Давид Бурнацев. Специально для программы «В итоге».